Добрый день, уважаемые абитуриенты. Моя фамилия Баишев, зовут меня Ильдар Нариманович. Я являюсь доцентом кафедры отечественной истории. Кроме того, также я являюсь председателем предметной комиссии по дисциплине история, и мы предлагаем вам консультацию к вступительному экзамену по истории. Итак, начнем с того, что форма сдачи экзамена дистанционная. Кроме того, также это тестирование. Здесь мы предлагаем вам 25 вопросов. В каждом вопросе 4 задания, и одно из них правильное. То есть один вариант из 4 предложенных правильный. Общее количество времени, на которое вы должны опираться, это 60 минут. Кроме того, для тех, кто поступает нам с ограниченной возможностью здоровья, время увеличивается до 1,5 часов. Конечно, при наличии соответствующих документов. Минимальное количество баллов, которые можно получить, 35. Это означает то, что ниже 35 баллов уже оценка неудовлетворительная, поэтому с тем, чтобы в конкурсе участвовать, необходимо набрать свыше 35 баллов, и, соответственно, максимальное количество баллов 100. Как вы понимаете, чтобы выдержать конкурс, необходимо набрать наибольшее количество баллов, как можно больше, как можно выше. Также обращаю внимание на технические требования. Вы получаете сотрудниками приемной комиссии личный пароль, логин. Они будут отправлены вам на электронную почту. Соответственно, вы входите в систему под своим паролем, и меняется он при первом входе в учетную запись. Перед экзаменом необходимо сфотографироваться, прикрепить цветное фото, где видно ваше лицо, и разворот паспорта. Как раз лицевая часть паспорта, там, где именно видна ваша фамилия, имя, отчество видны, и, соответственно, видна ваша фотография. Еще раз говорим о том, что время экзамена ограничено, у вас всего лишь одна попытка. Вы пишете не более 1 часа. Итак, вы входите в свой личный кабинет. Также вы должны будете остановиться на ссылке «Нормативные документы». Вам необходимо сюда войти. И кроме того, также вы обращаете внимание на инструкцию о получении логина и пароля для прохождения вступительного испытания. В этом случае вы уже по этой инструкции можете войти в систему и начать непосредственно тестирование, начать работу по выполнению вашего задания. Итак, обращайте внимание на расписание вступительных испытаний. Дело в том, что расписание для тех, кто сдает экзамены на бакалавриат и специалитет, одно расписание, для магистрантов другое расписание. Поэтому тоже, пожалуйста, не перепутайте. Здесь расписание, давайте сейчас мы вам откроем. Как раз желтым обозначено именно расписание, которое касается предмета история. Для тех, кто подал документы с 20 июня по 20 июля. Экзамен будет проходить 23 июля с 10:00 до 22:00. То есть в этот промежуток вы можете сдавать либо утром, либо вечером. Но желательно, конечно, не оставлять на поздний срок, потому что вы можете просто не успеть. И резерв предусмотрен 25 июля с 10:00 до 17:00. Что такое резерв? Это для тех, кто по разным причинам, уважительным причинам не смог сдать экзамен в основное время. Допустим, по болезни у вас, скажем, есть соответствующая справка, не смогли сдать вы в день основного экзамена. В этом случае вы имеете право сдавать в день резервный. Ну и, соответственно, тоже посмотрите, пожалуйста, для тех, кто подал документы с 21 июля по 12 августа, также указаны дни расписания, тоже для себя запишите, зафиксируйте. И необходимо экзамен сдавать строго в сроки, которые указаны в расписании. Также мы вам рекомендуем накануне экзамена ознакомиться с программой вступительного испытания по истории. Они есть у нас на сайте приемной комиссии. Есть программы по каждому предмету, по каждой дисциплине. Сейчас мы откроем с вами титульный лист, он подписан ректором. Здесь указана не только содержательная часть экзамена, но и также указаны технические требования, то есть требования к вашему компьютеру. Тоже они должны соблюдаться для того, чтобы не было у вас проблем технического характера. Это тоже очень важно.
и непосредственно указано, конечно же, содержание экзаменов вступительных, то есть те разделы, по которым мы предлагаем задания. Значит, разделы охватывают период истории, начиная с древности до современности, вот, и эти вопросы, они раскрываются последовательно, то есть примерно равномерно. Вопросы распределены по каждому периоду вот, истории, которые у вас указаны вот, непосредственно на слайде. Теперь давайте мы немножко поработаем с вами с примерными заданиями. Итак, вот, соответственно, здесь вот указано задание по разным периодам истории. Вот, скажем, ранний период истории. Здесь задание по хронологии, да, то есть непосредственно по дате, какое событие произошло в 882 году. В данном случае правильный вариант это объединение Киева и Новгорода, потому что призвание варягов, начало правления Рюрика было гораздо раньше, а крещение Руси было позже, да, это был конец X века. Поэтому тоже, пожалуйста, прорабатывайте каждый вариант, когда работаете с тестами. Также немало вопросов, которые требуют знания терминологии, таких терминов, как урочные лета, заповедные лета, третье отделение, теория официальной народности, кодификация законов и так далее. Тоже, пожалуйста, вот на это обращайте внимание. Есть также задания, которые касаются современной истории. Значит, допустим, как назывался план гитлеровского командования по захвату Москвы. Это план Тайфун, потому что Уран это непосредственно план советского командования, да, непосредственно, который касается Сталинградской битвы. Барбаросса это, как вы помните наверняка, да, это план нападения на Советский Союз. Вот. И Багратион это вот непосредственно план, или скажем так, это вот операция, которая касается уже завершающей этап Великой Отечественной войны. Это операция Красной Армии по освобождению Белоруссии. Вот, поэтому можете постепенно, ну, скажем, вот так вот знать, какой вариант правильный, какой вариант менее правильный, или вернее степень сложности каждого вопроса. Вот. Продумайте, какие задания вам кажутся наиболее сложными, да? Какие периоды истории более сложными, таким образом эти периоды раскрывайте или повторяйте более внимательно, более глубоко. Итак, хочется также обратить внимание на то, что задание вступительных испытаний соответствует школьной программе. Мы не предлагаем вам какие-то разделы, выходя за рамки школьной программы. Значит, поэтому можно готовиться, в принципе, по школьным учебникам, которые рекомендован Министерством образования. Можно, кроме того, есть пособие специально для поступающих, для абитуриентов. Есть вузовские учебники, чуть позже мы об этом тоже этот список вам представим. Вот. И, как мы говорили, тестовые задания, они охватывают все разделы истории последовательно и равномерно. Не может быть такого, чтобы в одном варианте, допустим, преобладали темы ранней истории, в другом варианте современной истории. Обращайте внимание на знание дат, терминов, событий и персоналий. Здесь указана рекомендуемая литература. Вот. Желательно, чтобы литература была современной. Здесь есть пособие в электронном виде, да, есть бумажное пособие, есть вузовские учебники. В частности, мы рекомендуем учебник под редакцией Орлова, Георгиева, Силохина по 3-м номерам. Да, это вот учебник, который часто пересдается, очень часто пользуются им абитуриенты. Он охватывает периоды, начиная там, с древности до современности. Вот, поэтому тоже, ну и таким образом другие пособия тоже вы можете пользоваться. Желательно, чтобы вы не ограничивались одним учебником, учебники друг друга дополняют, чтобы вы хотя бы 2-3 учебника могли внимательно проработать и повторить. Ну и, наконец, запишите, пожалуйста, мои данные. Значит, здесь адрес моей электронной почты, мой телефон с WhatsApp. Таким образом, вы можете обращаться во время консультации ко мне лично по вопросам. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Вот. Ну и на этом мы с вами завершаем консультацию. Спасибо вам за внимание и желаем вам успехов на экзаменах. Будем рады видеть вас в качестве студентов нашего вуза. Всего вам доброго.